Поднялся первый глухарь. Там на земле был. Лютился, может, там еще. Взлетит вон туда куда-то. Налево улетел. За 2 дня вот ходьбы. Вчера целый день. Сегодня уже полдня иду. Первого глухаря в глаза видел. Кормится, наверное, еще. Ни в лунке, ничего. Где-то вот тут он сидел. Может и в лунке был, а может нет. Вроде под этими деревьями где-то он был. Вот тут. Или ошибаюсь где-то еще дальше. Единственная птица. Больше взлетов не было. Не знаю, ребят. Вот отсюда откуда-то он выскочил. Не нашел. Следы даже. Искать не хочется. Время и силы тратить на это. Интереса никакого нету. Надо идти, не останавливаться. Блин, деревья так. Снег выпадает, бывает, идешь под деревьям, такой комок снега может бахнуть на голову, мало не покажется. Уф, ветерок такой прохладный, хорошо становится. Перехожу болото, не очень такое большое, но тягун такой, вот туда идет полоса с лесом. Вот. Буду обходить где-то километра 2,5 еще пойду по этому направлению. И буду направляться в сторону избы. На все это у меня примерно уйдет еще часа 5. Ну, с таким расчетом решил вот такой круг дать. Марш-бросок очередной. Ни лунок, ничего, ребят. Хоть бы показать вам что-нибудь. Но, к сожалению, ничего не удается. На других каналах, шутя, попадают птицы под съемку. И звери, лоси как. С лодки снимают. Вот Сергей, охота с лайками. Показывает охоту там дичи, море в Сибири. Но у нас, к сожалению, вот нету и все. С чем это связано, я не знаю. Что и думать. Но факт, что зимовать, точно они тут не зимовали. Хотя осенью их очень много тоже было. Но сами видели охоту. В принципе, каждый выход там был у меня с добычей, с рябчиком и глухаря, конечно, не удалось добыть. Уф, какой ветер. Штормит. Прям штормит. Сейчас где-нибудь в лесу там очередное чаепитие организую, блин. Энергии уходит. Мама, не горюй. Прям нехватка жидкости. Потею, блин, выплескивается все, вот наружу выходит все, вся вода. Прям я весь сырой, вся одежда сырая. Хотя спокойно вообще. Вот такими шагами. А здесь, как ни странно, ребят, вообще не так сильно проваливаюсь. А в тайге, где вот ельник прошел, там пустыри попадались и вообще, блин, по колено проваливался. Вот такие дела. Ну, в принципе, лес, сосновый лес такой вот
цвет интересный сейчас. Какой-то вот желто-коричневый цвет. Тоже уже выгорело все. Витамина не хватает, солнечных лучей не хватает. Ну, летом все зазеленеет. Даже сосны зелеными станут. Вот такие дела. Ну, может, иголку скидывают. Хрен его знает. Что-то вообще они желтые какие-то. Сейчас я поближе покажу вам. Такой ненормальный цвет. Как будто высыхает все. Такой цвет. Прошел я это болото. Но когда болтаю, как-то легче мне становится идти. Вот. Блин, тут тоже такая вот, ну, густой лес будет. Там дальше еще хуже. Но другого пути у меня нет, только так. Я уже думаю, скорее бы затопить печку, просто скипятить чай и на нарах валяться там, отдыхать. Уже раздетый, все сохнет одежда. Уже не знаю, что у тебя ждет там еще 5 километров. Не меньше мне еще пройти сейчас. Но думаю, до темна справимся. Ладно, ребят, сейчас я попью чаек. Ну, что там показывать, в принципе, однообразно чаепитие не стану. В данный момент сейчас ничего не буду снимать. Просто попью чаек. И дальше иду. Самое хреновое началось за сегодняшний день. Смотрите, где я пробираюсь. Вообще ищу такие проходы. Очень трудный путь тут. Такой густой лес. Я не знаю, почему так вот. И думаю, здесь всю жизнь такая тайга была. Мелкие, низкорослые деревья такие. Фу. Ну, примерно метров 400 вот такой. Путь еще нас ожидает. Там, надеюсь, лучше будет. Тут сразу 4 рябчика взлетело. Сейчас поснимаю прям. Вот тут куда-то сели. А взлетел, вон он. Еще один тут. Не вижу. Еще один тут. И там 2. А, вон он взлетел. И тут еще должны быть. Куда-то вон туда, наверное, на елку сели. Она 4 штуки. А вон взлетел. Так и не понял, откуда. Короче, я уже направляюсь в сторону избы. Хватит, нагулялся. За пару часов дойдем. Не спеша иду. Все, уже я устал. Капец. Очень большой круг сегодня сделал. Ну, надеюсь, будем отдыхать в тепле. В теплой избушке. Под елкой неохота. Идем. Очередной перекур. Немного уже осталось. Остановился. Я смотрю, вот вдоль ручья вот иду, вон мои следы. Потому что избушка возле ручья стоит. Иду и как будто вот похоже на переправу. Как будто здесь мост был.
Смотрю на навигатор, действительно, тут трасса проходит. Вот тут, ну блин, так заросло уже, ребят, что невозможно, скажем, новичок прошел бы и не заметил. А у меня на навигаторе отмечено вот все это дело, этот мост отмечен. И вот тут проходит дорога, ведущая очень далеко, тоже Лесопунтовская трасса. Осенью, где я проходил, на охоте там бывал, местами показывал эту трассу. Все так заросло уже. Блин, вообще на лыжах даже непроходимые места. В термосе осталось немножко воды. Берегу как могу. Смотрите, все открыто. Ручьи, везде все открыто. Самый ближайший краткий путь выбрал вот возле ручья по навигатору и спускаюсь. Все. Просто силы уже заканчиваются. Не знаю. Самое главное дойти. Вот. Ну, минимум включаюсь, чтобы что-либо снимать, но тут в принципе нечего снимать. По пути попадались следы одного зайца, и в 2 местах были переходы у куницы. Также несколько рябчиков видел. Здесь немножко птица, звери есть. Блин, вот так это да. Так заросло, ребят. Вообще дорогу уже не видать. Вот. На избу, которую я вот сейчас иду, осенью рассказывал про эту дорогу. Что вот охотники привезли, наверное, железную печку. Еще когда лесопункт тут работал. Вообще тут, ну блин, здесь вообще плохо будет идти. И к вечеру, сейчас смотрите, вот сколько уже снега. И вот я заметил, где вот ельник, именно ельник, где вот елки, вообще перестает на лыжах держать. Прям тянет вниз. Проваливаются лыжи. Вот. Так что медленно иду. Я не знаю, какая скорость у меня. Ну блин, самая минимальная. Не разгонишься. Завтра уже будем возвращаться домой. Но там будет сосновый лес. Там, думаю, лучше будет идти. Вот такие дела. Ну и сегодня я нагулялся тоже. Еле ноги идут. Пипец. Когда вдвоем меняешься, легче. В одиночку, конечно, надо было такой большой маршрут даже не запланировать. Я немножко даже срезал. Я хотел еще подальше сходить. Но смотрю, блин, сил не хватит. Просто не хватит. Так, ладно. Иду дальше. Вот такой лес тут. Ну, ельник. И там еще начнется старая лесопунтовская вырубка. Прям возле, как бы вдоль ручья придется мне идти. Прям по берегу. Потому что чуть правее там, блин, березовая роща. Там под саду этого. Ну, невозможно идти, понимаете? Невозможно. На лыжах. Вот так вдоль берега и придется спуститься. Другого варианта не вижу. Вот. Уже начинает темнеть. Надо еще успеть до темна хотя бы. Вечереет уже. Смотрите, как красиво тут. Такое поле, луга. Здесь ручей течет вон.
Все кругом, сплошняком все открыто. А это то место, о чем я говорил ранее чуть-чуть. Вон, это тут вырубка. Лесопунктовские вырубки тут. Ну, лес восстанавливается, в принципе, лес-то уже большой. Но на лыжах там не пройдешь. Вообще жесть там. И этот жесть примерно несколько километров. Я хотел еще вот этот обойти там. Думал, сил хватит, еще обойду там до болота пройду и уже на эту избу приду. Да хрен-то там. Пришлось срезать. Не в моготу. Не глубоко, в принципе. Я один раз по этому ручью тоже как бы по целине тяжело было идти, проваливался. Решил, думаю, да, и по целине вон как все гладко, четко. Начал по целине идти, там такое прямое место было. Шел, и где-то вот на лыжи, если посмотреть, вот отсюда спереди весь лед упал. Я так стою, где-то вот до сюда, наверное, примерно, лыжи на весу, на открытой воде. Думаю, шевельнусь, у меня из-под ноги еще свалится все это. Короче, пришлось, бля, какой я беспризорник сейчас, еще на распашку. Но синтетика это как бы, вот я сукно все сухое, потому что синтетика она скользкая, и сколько снега уже выпадало на меня, все ушло. Вот. Ну я потихоньку так стою, взял ружье, тогда у меня север был с собой. Север. И первым делом ружье на берег скинул, потом сам задом так потихоньку, пару метров там. Потом лыжи снял, развернулся, все. Как-то смог выбраться из этого капкана, с плена такого, блин. Чуть-чуть не провалился. Ну, по пояс воды тут, по пояс. Но морозный день такой был. Если бы я провалился, ну, от избы не знаю сколько там. В принципе, недалеко было, но я успел бы замерзнуть. Вот. Такие ситуации были у меня. Всяко разные ситуации бывало там. Это сейчас дома большинство времени сижу. Редко в лес выхожу. Вот и таких ситуаций меньше. Ну, конечно же, кому это надо, скажем, попадать в такие приключения, опасность жизни. Вот. По краю этой вырубки буду идти. Вот это место, где я чуть не провалился под лед. Да. Видите, как прямое место. Вот так и хочется вот прям идти вот здесь, по этой целине. Вон, до туда, смотрите. Тут выдра проходила. Это следы выдры. Наверное, вот где-то он возле той березы напротив. Не думайте, что вот тут хороший лед. Под снегом хрен я знаю, что там творится. Одним словом, я прошел через это. Где-то вот тут, наверное. Потому что помнится от меня эти ивы и береза. Но давно это было. Давно. Примерно вот здесь где-то. Вроде бы. Вот тут. Просто из-под лыж лед ушел.
Еще шаг, полшага, и я оказался бы в воде. И погода не такая, как сейчас. В тот день была ясная, холодная погода. Так что приключения везде можно там найти. Ой. Вот в том направлении я шел. Вот именно вот здесь. Вот так. Ладно, идем. Полкилометра еще осталось. Каких-то полкилометра. И я буду на избе.